واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Причины прощения грехов. И мы с вами, дорогие братья, остановились на следующих причинах. Ат-таджауз ганин-нас, то есть прощение людей, а до этого у нас было иттиба'уль джанаиз, то есть провожать последний путь наших усопших братьев и сестер. И вот про это немножко я хочу вернуться к этой теме, иттиба'уль джанаиз, потому что это является одной из 6 прав над нами наших братьев. Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Хаккуль муслими аляль муслим ситта», право мусульманина над другим мусульманином 6 прав, то есть 6. И одно из прав посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, что если وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبَعَهُ, то есть если умирает брат мусульманин, значит мы его обязаны провожать. И салатуль джаназа, то есть как молитва специальная джаназа, так как и заворачивание в саван, гусль, правильное омовение и также предание к земле тела, это является фарзом. Фарз, то есть это обязательно, это не сунна, это не мубах, просто это фарз, который возлагается на всех живых мусульманов. То есть если в одном селении, получается в одной махалле, если умирает брат или сестра, то вся махалля, все селение, оно обязано обеспечить правильное омовение, заворачивание, вот эти 4 вещи, которые мы обязаны сделать, да, это заворачивание в саван, кафен, это совершение специального намаза, салатуль джаназа, и предать земле, то есть и строение могилы, все должно быть правильно по шариату. И вот если никто из этого селения этого не сделает, то есть если человек уйдет или без кафена, без савана, если уйдет без джиназы, или неправильно будет похоронен, получается, все селение будет за это отвечать. Потому что они не обеспечили это. Если найдется группа людей или человек, который придет и все это сделает, тогда, иншаллах, со всех это снимается. Поэтому это машаллах, милость Аллаха, это мудрость шариата, так как на нас возлагаются права не только живых братьев и сестер, не только права живых родителей или живых родных, да, также на нас возлагаются и права усопших, умерших братьев и сестер и родных. Поэтому очень вот этот важный момент, к сожалению, многие братья наши пренебрегают этим и забывают, что на нас еще возлагаются права наших умерших братьев даже после похорон. Есть братья, которые просто эту тему не знают или же даже не знать не хотят. Есть братья, которые не делают дуа, не просят прощения у Аллаха за этих братьев и сестер. Может быть, даже не просят прощения за своих умерших родителей, бабушку, дедушку. Да? Он знает, что бабушка намаз читала, машаллах, она была мусульманкой. Но если у него спросишь, а ты вот сколько раз в жизни после смерти бабушки любимой, да, сколько раз ты обращался к Аллаху, чтобы Аллах простил ей грехи, да? Многие скажут ни разу, или там 1 раз, или 2 раза, да? То есть такого не должно быть. Если бабушка или мать, или отец, или брат, или дядя, да, или брат просто по вере, если был жив-здоров рядом с тобой, конечно, были бы у тебя обязанности перед ним. А если человек уходит в мир иной, да, это не значит, что Аллах освобождает нас от этих обязанностей. Поэтому если у тебя живы-здоровы родители, ты должен служить им, ты должен сделать все, чтобы
получить их довольство и тем самым получить довольство, добиться довольства Аллаха. То же самое, если они умерли, ты должен продолжать проявлять благочестие к ним. Да, ты не можешь там к ним в гости ходить, не можешь там нежные им слова говорить или угощать какими-то угощениями, да, или помогать им финансово, но ты можешь делать дуа за них. Ты можешь делать дуа за них, ты можешь делать курбан за них, ты можешь делать хадж за них. Ну, есть свои условия, да, в сунне. Поэтому вот самое легкое, что мы можем за них делать, и это очень полезно, это дуа за них. То есть мы обращаемся к Аллаху и просим у Аллаха прощения за них, то есть прощение, чтобы Аллах простил грехи отцу, матери, бабушке, дедушке, за того брата, за эту сестру, за всех мусульман. Поэтому вот это очень важная тема. Многие братья и сестры, они просто не знают о существовании этой темы. Некоторые братья, они отдаляются от этой темы, так как в его понимании они видят много там бидгатов, да, то есть объясняя людям, что вот, например, 3-й, 7-й, 40-й день, да, что это неправильно. И они этим самым, я сейчас не говорю о том, правильно ли это или нет, да, а то некоторые слушатели, они сразу понимают по-своему и доводят по-своему. Я не про это говорю, я говорю про то, что закрывая тему на эти, да, как он объясняет бидгаты, нельзя закрывать тему дуа за усопших. Потому что если в хадисах мы не видим, если в аятах мы не видим отдельные дни, да, что вот в этот день, потому что это обычаи отдельных народов, мы видим в сунне, в Коране мы видим аяты, да, мы видим из жизни праведных предшественников, что они всегда делали дуа, то есть обращались к Аллаху и просили прощения за усопших братьев и сестер. Мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, хотел просить прощения за своего дядю Абу Талиба, но так как он оказался не мусульманином, Аллах Тааля запретил ему это. Мы знаем, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, просил разрешения у Аллаха просить дуа за свою мать. Аллах Тааля разрешил ему навещать могилу, и он навещал могилу. Так ведь? То есть мы видим из жизни сподвижников, из жизни табигинов, из жизни наших ученых, что они просили дуа за умерших братьев и сестер, потому что это как раз те люди, которые они сегодня не могут делать таубе, потому что они в могиле, они не могут поститься, что является причиной прощения грехов. Они не могут выстаивать 5-кратный намаз, потому что все, книга закрылась. Так ведь? Они не могут этого сделать. Но, альхамдулилля, мы, как их братья, сестры, мы, как их дети, если это речь идет о наших родителях, да, если они мусульмане, бабушка, дедушка, мы можем принести им пользу. Как? Обращаясь к Аллаху и за них. Поэтому, альхамдулилля, имам Абу Ханифа, рахимахуллах, имам Абу Ханифа говорил, что после каждого намаза, то есть мы с вами совершаем 5-кратный намаз, да? Речь идет еще только о 5 намазах, обязательных намазах. Но еще не говорится, что он после тахаджуда, после других намазов не обращался к Аллаху. То есть имам Абу Ханифа говорил, что после каждого обязательного намаза он обязательно обращался к Аллаху и просил прощения за своих родителей и за своего устаза Хаммада. То есть за своего учителя, который научил его религии. То есть после каждого намаза, получается 5 раз в день, он просил прощения у Аллаха за своих родителей, которые его родили, воспитали, да? И за своего устаза, за своего учителя, который, получается, дал ему знания, дал ему образование, так ведь? И его ученик, Абу Юсуф, по-моему, именно этот ученик, видя, то есть как в свое время его учитель Абу Ханифа просил дуа за своих родителей, за своего учителя, он говорил, что после каждого намаза он сначала просил дуа за своего учителя Абу Ханифу,
Да? То есть даже впереди своих родителей, а потом только просил прощения, дуа за своих родителей. И Реза Фахриддин Хазратляры, когда про это пишет, он говорит, что почему, говорит, иногда ученые, когда делали дуа, они ставили своих учителей даже впереди своих родителей. Да? Потому что родители, говорит, подарили нам мирскую жизнь. То есть они были причиной того, что Аллах Тааля через наших родителей подарил нам мирскую жизнь, дунья. А учитель – это тот, через кого Аллах дарит нам что? Райскую жизнь. Потому что учитель тебе дает истину, так ведь? Доводит до тебя истину. Поэтому, исходя из этой истины, Реза Фахриддин говорит, некоторые ученые даже ставили учителей впереди своих родителей. Поэтому вот это очень важные моменты, дорогие братья, что вот это наша обязанность перед ними. Надо делать дуа за них. И после намазов, и во время тахаджуда нужно делать дуа. И в те времена, которых Аллах Тааля принимает дуа, например, бейн аль-адани валь-икама, как в хадисе говорится, да, что дуа не возвращается, обратно не возвращается, то есть принимается во время между азаном и икаматом. Поэтому это надо использовать. И действительно, это права наших усопших братьев, сестер, родных, родителей, которые Аллах Тааля возложил на нас. Поэтому мы будем за это отвечать. Это очень важный момент. Это очень важный момент. И, как говорится, аль-джаза мин джинсиль амаль, то есть это своеобразное правило жизни, которое Аллах Тааля установил. Ну, это как можно перевести? Аль-джаза мин джинсиль амаль, то есть человек получает то, что он совершает. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Поэтому, если мы сегодня будем просить дуа и не будем забывать наших усопших родных братьев и сестер, да, мы будем просить дуа за наших родителей, мы будем просить дуа за нашу любимую бабушку, которую мы помним, да, которой, может быть, она нам бисмилля научила, да, говорить, за нашу дедушку, за нашего деда и так далее, и так далее. Иншаллах, мы сегодня этим самым сеем. И когда мы сами окажемся там, и мы потеряем возможность совершать пятикратный намаз, мы потеряем возможность поститься, мы потеряем возможность делать истигфар, да, обращаться к Аллаху, то есть мы уже все в могиле, и книги наши закроются, иншаллах, Аллах Тааля внушит сердца наших детей, наших внуков, наших братьев, которые остались там, иншаллах, они будут просить за нас дуа. Поэтому я вот специально хотел вернуться к этой теме и сделать как себе, дорогие братья, так и вам напоминание. Очень многие сподвижники, а это были самые лучшие из них, да, они хотели просить дуа, прощения за своих родителей, за своих бабушек, дедушек, но так как они были многобожниками, да, то есть у многих родителей не были мусульманами, они были лишены этого. Альхамдулилля, многие наши родители, бабушки, дедушки, они были мусульманами, так ведь? И поэтому у нас есть великая возможность, это милость Аллаха, что мы можем просить за них, иншаллах, за них дуа. Поэтому мы можем даже, не ограничиваясь нашими родными, знакомыми, мы можем говорить: о Аллах, вот кто покинул, кто пришел на эту землю, жил мусульманином или мусульманкой, да, и покинул этот мир, будучи мусульманином, Аллах, прости всех. Всех прости. Альхамдулилля. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: кто попросит прощения за одного мусульманина, посланник Аллаха сказал, это хадис, кто попросит прощения за одного мусульманина, Аллах даст ему одну награду. Одну награду. То есть, если ты попросишь прощения за 100 мусульман, да, вот сегодня мы пришли на урок, мы не знаем, сколько здесь, у нас нет такого интереса считать, да, но если мы скажем сегодня, да, о Аллах, вот сколько братьев сюда пришло, сестер, да, прости всем грехи. Вот сколько придет, столько награду мы и получим. Или там кто-нибудь скажет: о Аллах, сколько сегодня на земле мусульман живет, всем прости грехи, ибо ты прощающий. Иншаллах, мы получим столько аджра, сколько на этой земле живет мусульман. Следующее. Кадмуль гайзы и таркуль гада. То есть автор книги почему-то разделил, это его выбор, это его решение, он разделил две причины, которые я хочу немножко объединить, потому что это как бы синонимы, это одна тема. Кадмуль гайз, то есть когда человек кадмун,
то есть сдерживает, подавляет гайв. То есть гайв означает гнев. Сдерживает, подавляет свой гнев. И вторая причина – теркуль гадаб. Оставление гадаб, то есть тоже переводится как гнев. Тоже переводится как гнев. Но, несмотря на то, что и гайдун, и гадабун переводятся как гнев, все-таки ученые ахляка, то есть ученые ислама, которые изучают нравы, этот предмет нрав, ахляк, да, это огромный мир, вот они все-таки разделяют. То есть они говорят, что есть все-таки разница между гайд и гадаб. И Ибн Атия, рахимахуллах, говорит, что в чем разница между гайд. Некоторые ученые говорят, это Ибн Атия говорит, что гайдун и гадабун это одно и то же, это гнев, это ярость. А некоторые ученые разделяют. Я говорит, разделяю, и говорю, что гайдун, гайд, это получается первая ступень гнева. То есть это гнев, который появился у тебя внутри, то есть нафс разгневался, но пока не проявляется снаружи. То есть пока ничего не видно, да, может быть в глазах там что-то уже начинает появляться, да, но пока гнев там. Вот это есть, Ибн Атия говорит, и ряд других ученых ахляка говорят, что это есть гайдун. То есть про гайд есть аяты, есть хадисы, которые мы с вами прочитаем. А гадаб, слово гадаб, это тоже гнев, но это тот гнев, который уже начал проявляться. То есть у него уже лицо покраснело, руки уже дрожат, голос уже повышается, то есть все. Этот гнев, он вышел наружу. И мусульманин, он должен подавлять гнев как внутри, пока еще внутри, также он должен подавлять свой гнев, когда он уже вышел наружу. Потому что если кто-то скажет, ладно, я уж не смог подавить свой гнев, да, он уже вышел, так пускай там выйдет, да, пускай все пропадет. Нет, так не должно быть. Вот сейчас как раз про это. Поэтому гайдун и гадабун. То есть все-таки разница. Это как фаафу васфаху. Мы с вами говорили про прощение, да? Аллах Та'аля сказал, простите, афун, прощайте, и еще сафхун. То есть первая ступень, помните, нет? Или забыли уже, да? Может быть, кто-то попробовал простить кого-то. Вот не забудете. Попробуйте кого-нибудь простить, да? То есть афун, когда тебя кто-то обидел, и он должен понести за это наказание. И ты, получается, освобождаешь его от этого наказания. Но внутри у тебя обида остается. А вот сафхун, ученые говорят, когда ты очищаешь свой, это уже намного сложнее, это вторая степень, то есть это более высокая степень прощения, когда ты освобождаешь, очищаешь свое сердце от всех примесей обид, неприятностей по отношению к этому человеку, когда ничего не остается, все, он твой друг. И внутри нет никакой обиды, никакого этого. Вот это есть вторая ступень, это более высокая. И вот здесь то же самое. То есть оба переводятся как «прощайте», да, прощайте, гафуйтегас, кишерегас, можно синонимы много подбирать, да. И вот здесь то же самое. Можно перевести и гайдун, и гадабун как гнев, но все-таки ученые ахляка говорят, что гайдун это то, что пока у тебя внутри зародилось, и оно вот-вот хочется выйти наружу, да, и ты начинаешь подавлять этот гнев. А гадабун, когда все уже вышло, и ты должен сейчас успокоиться. И вот, альхамдулилля, и это, и то является обоих видов гнева, подавления является причиной прощения грехов. Аль-Имран. Сура Аль-Имран, семейство Имрана, 133-136 аяты. Аллах Та'аля говорит: «Ауду билляхи мина шайтану раджим, васари'у иля магфиратин мир раббикум». Стремитесь, спешите к прощению от вашего Господа, «Уаджаннатин» и к раю. Стремитесь к краю, потому что мы с вами уже говорили, рай человек получает только после чего?
только после прощения его грехов. Сначала Аллах прощает ему грехи, а потом одаряет его раем. Поэтому Аллах говорит: стремитесь к прощению вашего Господа и к раю, ардуха самават валь ард, ширина которой равна небесам и земле, то есть ширина рая. Уиддат лиль муттакин, и этот рай приготовлен для богобоязненных, И вот дальше Всевышний описывает, какие богобоязненные, для каких. Аллазина юнфикуна, те, которые расходуют, жертвуют. Фиссара и ваддарра, то есть и в радости, и в горе. То есть этот человек расходует из того, что Аллах Тааля ему дал, когда у него хорошее настроение, и он также расходует, когда у него плохое настроение. Потому что бывает так, что у него хорошее настроение, все у него идет, как говорится, все у него прет, да, и он дает. А когда у него вот плохо, проблемы, да, он уже не хочет давать. А вот здесь речь идет, то есть рай приготовлен для тех, которые жертвуют, да, расходуют на пути Аллаха и в радости, и в горе. И те, которые сдерживают, подавляют гайв, аль-гайв, то есть тот гнев, получается, который у них там, внутри, они подавляют его. Они делают все причины, чтобы этот гайв не превратился в гадаб, то есть уже не проявился снаружи. И те, которые прощают людей, Валлаху юхиббуль мухсинин, Аллах любит тех, которые совершают благодеяние. Или же Аллах любит искренних рабов. Валлазина иза фа'алу, и те, которые фа'алу фахишатан, совершают какой-либо мерзкий поступок, то есть Аллах Тааля говорит про богобоязненных и говорит, что они совершили какой-то мерзкий поступок. То есть о чем речь? То есть человек, каким бы он богобоязненным не был, он не может быть ангелом. Так ведь? И он ошибается. Человек может подскользнуться в жизни. Человек может оступиться. Он может предаться шайтану, нафсу. И он может совершить какой-либо мерзкий поступок. Аузаляму анфусахум. И те, которые совершают мерзкий поступок, или же проявляют несправедливость по отношению к самим себе. То есть как человек? Человек, совершая грех, он толкает себя на погибель. Он лишает себя милости Аллаха. То есть вот это получается, человек проявил несправедливость по отношению к себе. И вот когда они, то есть эти богобоязненные, которые ему готовы рай, если они совершили какой-либо мерзкий поступок или же проявили несправедливость по отношению к самим себе, закаруллах, они вспоминают Аллаха. То есть они не погружаются в эти грехи, они не продолжают совершать эти поступки, человек опомнился, человек вспомнил, что он мусульманин, что Аллах его видит. То есть, закаруллах, Аллах говорит, они вспомнили Аллаха, что есть Аллах, что это есть грех. Фастагфару лидунубихим. А что толкает это поминание Аллаха? Когда он вспомнил, опомнился, да? Он должен срочно попросить прощения у Аллаха, сделать тауба. Поэтому они вспоминают Аллаха и фастагфару лидунубихим, и они начинают просить прощения за свои грехи. То есть они начинают просить прощения у Аллаха за свои грехи. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. И кто же может простить грехи, кроме Аллаха? Кто может простить нам грехи, кроме Аллаха? وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. И они не упорствуют в своем грехе. То есть они не продолжают совершать грех. Ладно, я же совершил грех, дальше буду совершать. Нет, они останавливаются, они оставляют грех. Вахум яглямун, и они знают, что Аллах Тааля прощающий. Аллах Тааля принимает покаяние тех, кто после того, как споткнулся, подскользнулся, ошибся, свернул не туда в жизни, да, он возвращается. Тауба, то есть когда человек возвращается к Аллаху.
Он отвернулся от Аллаха на какое-то время, и он вернулся к Аллаху. И они знают, что Аллах Тааля прощает им. Уляика. И вот для них джазаухум магфиратум мир раббихим. И вот для них прощение от своего Господа. То есть Аллах Тааля приготовил для этих людей прощение. Ваджаннат. И приготовил для них сады, райские сады, таджри мин тахтихаль анхар, под которыми текут реки, халидин фиха, и они останутся там вечно. Ва ни'ма аджрул амилин. И как прекрасна награда тех, которые совершают благодеяние. Сурат Аль-Имран 133-136. Вот, альхамдулилля, дошел до конца этих аятов, думал, уже не дойду, машаллах, вот в этих аятах столько содержания, да, столько знаний для нас. Вот, альхамдулилля, Аллах Тааля вот здесь упоминает валь-кадhимин аль-гайб, то есть те, которые сдерживают свой гнев, Аллах Тааля приготовил для них прощение и райские сады. Вот это есть доказательство того, что за сдерживание, подавление гнева, даже когда он еще там, да, альхамдулилля, мусульманин, за это Аллах простит ему грехи и наградит его раем. Идем дальше. Хадис, который указывает тоже на это. Этот хадис Хасан, раваху ибн Аби Дунья, и Табарани от Умара, от Ибн Умара, радиаллаху анхума, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: машаллах, очень полезный для нас и очень содержательный хадис, который показывает красоту ислама. Посланник Аллаха сказал: ахаббун наси илаллахи анфаухум. Самые любимые перед Аллахом люди, то есть это те, кого Аллах любит больше всех, анфаухум, самые полезные из них. То есть кого Аллах любит больше? Тот, кто больше приносит пользу. Кому? Религия Аллаха, рабам Аллаха, созданием Аллаха. То есть это есть качество мусульманина. Если мусульманин хочет, чтобы Аллах любил его больше, то он должен стараться больше и больше приносить пользу другим, своей семье, своим детям, своим соседям, родителям, братьям, сестрам, просто людям, да? Религия Аллаха. Поэтому, альхамдулилля, в другом хадисе посланник Аллаха сказал: верующий, аль-му'мину каннахля, верующий подобен пальме. Пальма, вот представьте себе роль пальмы в жизни арабов, да? Это и тень дерева, которое закрывает людей, спасает иногда жизнь путникам, так ведь, потому что есть прохлада. Это и листья пальмы, которым закрывают, это была кровля в 7-8 веках. Из чего состояла кровля? Это была кровля, так ведь люди закрывали крышу домов, мечети, альхамдулилля. Это и дрова, это и финики, и другие виды еды, так ведь? Поэтому мусульманин, он всегда должен быть полезным. И сюда, и сюда, и сюда. То есть человек должен приносить пользу. Поэтому посланник Аллаха сказал: самые любимые перед Аллахом люди – это самые полезные из них. Чем больше ты приносишь пользы другим, альхамдулилля, тем Аллах будет больше любить тебя. Ва ахаббуль а'мали илаллахи, и самые любимые Аллахом дела, то есть из дел Аллах больше всего любит, сурурун тудхилуху аля муслимин. Это радость, которую ты вносишь в сердце верующего. То есть в другом хадисе говорится: аля кальби ахика. То есть это радость, счастье, которое ты вносишь в сердце своего брата. То есть, машаллах, ты сделал что-то такое, которое, обрадовало твоего брата по вере, или сестру по вере, да? То есть, альхамдулилля, вот это дело, которое ты совершил, да, и это дело обрадовало нашего брата, вот это есть одно из самых любимых Аллахом дел. То есть это радость, которую ты вносишь
в сердце мусульманина. Ау такшифу анху курбатан. Или же избавляешь его от какой-либо печали. То есть у брата какое-то горе, какая-то проблема, и эта проблема опечалила его. Да? Но, альхамдулилля, Аллах дал тебе возможность избавить его от этой печали. То есть решить эту проблему. У тебя есть возможность. Бисмилля. Если ты ради Аллаха это сделаешь и избавишь своего брата от этой печали, альхамдулилля, это будет одно из самых любимых Аллахом дел. Поэтому есть некоторые братья, когда видят, что у брата нет настроения, да, там даже спрашивают: брат, вот что мне делать, чтобы у тебя печаль ушла с лица, чтобы ты обрадовался, да? Вот, альхамдулилля, есть такие братья, которые переживают за своих братьев. И был один сподвижник, который никогда не улыбался. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, видя его лицо, он не видел там радости, не видел счастья. А мы знаем, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, он был очень чутким. Он был очень чувствительным. И как-то раз он подошел к нему и спросил у него. Это в хадисе говорится. И он спросил: почему вот я никогда не видел, что ты улыбался, чтобы ты радовался, да? И тогда этот сподвижник рассказал ему историю, которая случилась с ним в жизни. То есть мы знаем, что у арабов до ислама в джахилийский период был такой страшный обряд, да, обычай хоронить своих детей, так ведь, дочерей. И вот когда у него родилась дочь, он не смог этого сделать. А общество, в котором жил, джахилийское общество, в котором жил этот отец, оно требовало от него, чтобы он сделал этот обычай. То есть он убил свою дочь. И когда он повел ее похоронить, он не смог этого сделать, и он нашел колодец. Он нашел колодец без воды, и он бросил туда свою дочь. И я, говорит, слышал, как она, говорит, говорила мне: папа, говорит, ну, атим, говорит. И вот этот голос, говорит, я до сих пор, сколько лет уже он в ислам пришел, тогда еще не был мусульманином. И вот он рассказал это. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, старался, чтобы его сподвижники, старался избавить их от печали. Он старался радовать их, поэтому вот был такой случай. Аутакды ангу дайнан. И вот продолжаем хадис, я немножко ушел от хадиса, да? То есть самые любимые перед Аллахом дела – это радость, которую ты вносишь в сердце мусульманина, это печаль, которую ты убираешь от своего брата, то есть избавляешь его от печали, или же ты аутакды ангу дайнан, или же он не может расплатиться с долгом, а ты можешь, и ты за него закрываешь его долг. То есть получается, ты закрываешь за него долг и тем самым избавляешь его. Аутатруду ангу джауан, или же татруд, то есть изгоняешь от него голод. То есть получается, брат голодный, а ты кормишь его, ты накормил его, дал ему еду. Это вот является самыми любимыми Аллахом делами. Вали ан амшия ма ахиль муслим фи хаджатин. И для меня пойти с моим братом-мусульманином для того, чтобы решить его нужду, то есть решить его проблему, ахаббу иляйя, для меня любимее, более любимее, мин ан а'такифа фил масджиди шахран. Для меня это более любимее, чем сделать иртикаф, то есть провести ночное пребывание в мечети шахран целый месяц. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: для меня любимее и лучше для меня отправиться ради того, чтобы решить проблему моего брата, мусульманина, и решить эту проблему, чем целый месяц делать иртикаф в мечети. То есть мы понимаем, что целый месяц мы еще не делаем, да? И самые у нас, братья, они стараются 10 дней делать, у кого-то меньше получается, да, во время Рамазана. Вот целый месяц, представьте себе, человек поклоняется, ихтикаф делает. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: для меня лучше решить проблему, то есть хлопотать за брата и решить его проблему, чем целый месяц совершать ихтикаф в мечети.
Уаман каффа — это никак не умаляет достоинства ихтикафа, но мы должны понимать, что каково величие, когда брат решает проблему своего брата. То есть куда-то ездит, хлопочет, что-то ищет, да, решает проблемы своего брата. «Ваман каффа гадабаху сатараллаху гауратаху». И кто сдержит свой гнев, вот здесь уже в хадисе гадаб говорится, и кто сдержит свой гнев, сатараллаху гауратаху, Аллах закроет его аурат, то есть его недостатки. Аллах никому не покажет его недостатки. То есть это и в судный день, иншаллах, и в этой жизни, потому что недостатки человека иногда выявляются когда? Когда выявляется его гнев. Так ведь? Иногда, если брат сдерживает свой гнев, никто может и не узнать, что там у него внутри. Так ведь? Но когда гнев выходит наружу, машаллах, машаллах, Аллах яхдина, пусть Аллах наставит. Иногда бывают такие перед хазратом разборки. Да? Аллах сахласан там. Этот брат, ангел, который с тобой намаз читает, когда у него гнев выходит наружу, такие слова там выходят. Это явно не слова зикра, не слова Корана. Поэтому Аллах сахласан, да, вот поэтому кто сдерживает свой гнев, да, который прямо рвется, вот эта ярость рвется наружу, Аллах закроет его недостатки, аурат. «Уаман кадама гайдан». И кто сдерживает свой гнев, вот здесь два как раз идет, да, и гадаб, и гайдан. «Валяу шаа ан юмдихи амдаху, маля Аллаху кальбаху ридан йоумал киямати». И кто подавил свой гнев, который у него еще внутри, да, когда хотел излить этот гнев, да, он хотел, чтобы он хотел сказать какие-то слова, совершить какой-то поступок, то есть получается, он хотел излить этот гнев наружу, так ведь? Аллах Тааля за то, что он не сделал этого, за то, что он подавил гнев там у себя внутри, маля Аллаху кальбаху ридан йоумал киямати, Аллах Тааля наполнит его сердце довольством в судный день. Аллах Тааля наполнит его сердце довольством в судный день. «Уаман маша ма ахихиль муслим фи хаджатихи». И кто отправился со своим братом-мусульманином ради того, чтобы решить его нужду, его проблему, и старался, пока не решил ее, «Афбаталлаху кадамаху яума тазуллул ахдам». Аллах Тааля «Афбаталлаху кадамаху», то есть Аллах Тааля укрепил его стопу в судный день, то есть укрепит его стопу в тот день, когда яума тазуллул ахдам, когда стопы будут скользить, то есть ноги будут дрожать от страха, стопы будут скользить, вот тогда Аллах Тааля укрепит его ноги в судный день. За то, что он в жизни решил и довел до конца проблему своего брата-мусульманина. «Ва инна су'аль хульк». И воистину, продолжаем хадис, воистину дурной нрав, ла юфсидул амаля кама юфсидул хуллал асаль, дурной нрав портит деяние человека так же, как уксус портит, когда попадает в мед. Вот так же, как уксус, когда попадает в мед портится, да, сладость куда-то уходит. Вот так же, когда человек не может исправить свой дурной нрав, ахляксызлыгын, да, не может победить, вот это портит его благие дела. Этот хадис Хасан, раваху ибн Аби Дунья и Табарани. Альхамдулилля, очень полезный для тех, кто понимает хадис. И вторая причина, таркул гадаб, это отдельно уже идет. То есть это вторая ступень, как мы с вами говорили, гнева, когда уже гнев вышел наружу, но этот гнев срочно нужно останавливать. И Абу Дарда, радийаллаху анху, передает, что как-то раз к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел один человек и сказал ему такие слова: «Даллини аля амалин юдхилуньяль джанна». То есть укажи мне на
то деяние, которое ведет меня в рай. То есть научи меня такому делу, чтобы это дело вело меня в райские сады. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля тагдаб», не гневайся. Не гневайся, «Уалякаль джанна», и рай будет твоим. И тебе будет рай. То есть этот человек пришел, чтобы посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научил ему какому-нибудь делу. Вот сейчас посланник Аллаха мне скажет: вот сделай такое-то, такое-то дело, да, потрать там, может быть, столько-то сил, столько-то средств, и вот после этого ты будешь в раю, да? А посланник Аллаха сказал: а ты не гневайся. Да, тогда, не гневайся, и ты будешь в раю. Этот хадис сахих, достоверный, раваху Табарани ибн Аби Дунья. И мухаддисы сказали, что это сахих, достоверный хадис. Есть еще другой хадис, тоже про гадаб, про сдерживание гнева. Это уже сборник имама Бухари от Абу Хурайра, радийаллаху анху, что как-то к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел один мужчина и сказал: аусини, то есть дай мне завещание какое-нибудь, чтобы я чтобы придерживался этого твоего завещания, дай мне насихат, урок какой-нибудь. То есть он ждал от посланника, саллаллаху алейхи вассалям, что он там лекцию ему прочитает, да, что ему там насихаты даст. Вот. И посланник Аллаха сказал: ля тагдаб, не гневайся. И тогда он, это показалось ему мало, да, он же ждал большего, и он сказал: я Расулаллах, аусини, он еще раз повторил: дай мне какой-нибудь еще насихат, да. Посланник Аллаха сказал: ля тагдаб, а ты не гневайся. И потом он еще раз просил, да, так вот еще дай насихат. Посланник Аллаха еще раз повторил: ля тагдаб, не гневайся. И вот ученые, которые разъясняют этот хадис, они говорят, что вот в этих словах ля тагдаб, это короткие слова, не гневайся, ашуланна, да, ашунга бирильма, не гневайся. Вот в этих словах, говорит, урок для нас, великий урок, и в этих словах кроется блага как мирской, так и вечной жизни. То есть если человек, да, в этой жизни будет подавлять свой гнев, если он не будет гневаться, то благо как мирской жизни, так и вечной жизни для него обеспечен. Поэтому, альхамдулилля, кадмуль гайд и таркуль гадаб. Вот это причины прощения наших грехов. И, альхамдулилля, есть насихаты, другие насихаты посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, где он учит нас, как мы должны подавлять гнев, да, который уже вот выходит наружу, вышел наружу, да. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, увидел гнев в лице, дрожь его, да, вот, когда он уже дрожал от гнева, он весь покраснел от гнева, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, увидел его, он сказал, что я знаю, что если он скажет, я знаю слова, если он произнесет эти слова, то его гнев уйдет. То есть это ауду билляхи минаш шайтанир раджим. То есть гнев от шайтана. И если человек сам не может победить шайтана, а мы бессильны иногда перед ним, да, мы должны обращаться к кому? К хозяину шайтана. Так ведь? То есть Аллах хозяин всех, поэтому мы обращаемся к Аллаху и просим помощи, чтобы Аллах подавил наш гнев, то есть помог нам победить шайтана и сдержать свой гнев. Поэтому вот одна из причин, да, подавления, то есть, которая помогает нам подавить гнев, это ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Поэтому, чтобы успокоиться, человек должен прибегать к Аллаху от наущения шайтана. Также есть другой хадис, где говорится, что если он стоял, да, он должен сесть. Да? То есть, если человек в гневе стоит, то надо, чтобы он сел, успокоился. Да? Если он не может успокоиться, чтобы лег. То есть, здесь некоторые ученые говорят, что это не буквально вот так, да? Вот там он стоял, кто-то и лежа может гневаться. Да? То есть, ученые говорят, что он должен что-то сделать. То есть, поменять свою позу или походить. Да? Есть еще другой хадис, намаз почитать. Так ведь? Тахарат взять и намаз почитать. Поэтому Аллах Тааля говорит же: «Вастаину бис-сабри вас-саля». То есть ищите помощи Аллаха через терпение и намаз. И намаз. Поэтому кто-то не может успокоиться там. Бисмилля, пусть тахарат возьмет, там намаз почитает, суджуд сделает. И альхамдулилля, Аллах Тааля успокоит его. Поэтому очень много проблем у нас, как среди братьев,
возникает, да, из-за нашего гнева, то, что мы не можем обуздать свой гнев. Очень много проблем возникает в семье. В семье очень много проблем. Очень много семей просто разрушаются, когда просто брат разгневался на сестру, да, и бисмилля, там 3 талака. Талак, талак, талак. И потом пришел в себя, да, а слова-то уже сказаны. Все 4 мазхаба говорят, что этот талак действительный. Поэтому было даже время, когда я говорил: брат, не мог ли, ты не мог придумать что-нибудь другое слово, там, сказал бы собака, там еще кто-то, да, ну только не талак. Вот на днях тоже один брат звонил, вчера что ли, вот говорит, не этот, не смог, говорит, не смог я, извини, не смог, я тоже не могу. А некоторые там у Юсуф Хазрата спросят, там, он скажет, нет у тебя талак уже, там к другому Хазрату 3, 4, 5 Хазратов. Был случай, когда через месяц брат звонит, такой: бисмилля, я нашел, Хазрат, нашел. Мне один имам сказал, что у вас, говорит, нет талака. Я говорю, пусть в судный день он к тебе подойдет, и он будет отвечать. Поэтому вот гнев. То есть человек понимает, но поддается гневу, Вот же, поэтому мы же иногда боремся за сунну. Вот посланник Аллаха говорит: ля тагдаб, вот это и есть сунна. Не гневайся, вот и все. Альхамдулилля. Не гневайся, успокойся. Вспомни Аллаха, иншаллах, все будет нормально. Ат-та'им шакир. Еще так, прочитаем 2 причины. Не устали? Не заснули там? Кто-то после работы уставший весь. Я поэтому так голос не повышаю, чтобы брат хотя бы здесь отдохнул, машаллах, в мечети, альхамдулилля. А то дома дети, жена там, да, не уснешь, не успокоишь, альхамдулилля. В этом тоже польза. Ат-та'им шакир. То есть ат-та'им — это тот, кто принимает пищу, а шакир — это тот, кто благодарит Аллаха. То есть получается, человек принимает пищу и благодарит Аллаха. И это есть причина прощения грехов. Абу Хурайра, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Инна литта'ими шакир миналь аджри мисля ма лиссаими сабир». Субханаллах. Это вот тоже, машаллах, это милость Аллаха. Я не знаю, как только перевести вам, да? Воистину, для того, кто ест, кушает еду и благодарит Аллаха, он получит такую же награду, какую получает ас-саиму сабир, тот, кто постится и проявляет терпение. То есть тот, кто кушает, ест еду и благодарит Аллаха, он получит такую же награду, кто постится, совершает пост, воздерживается от еды и питья и проявляет тем самым терпение. Машаллах. То есть в том, что человек кушает и благодарит Аллаха, в этом есть благо, и в том, что человек постится и проявляет терпение, в этом тоже есть благо. Этот хадис сахих раваху аль-хаким. Раваху хаким. И также есть другие варианты этого хадиса. Ат-та'им шакир биманзиляти саими сабир. То есть тот, кто принимает пищу и благодарит за это Аллаха, он занимает такое же место, как тот, кто совершает пост и проявляет терпение. Альхамдулилля. И про это мы еще, когда тему зикров говорили, да, изучали, помните, дуа, специальные слова мольбы, слова поминания Аллаха, за что Аллах Тааля, альхамдулилля, прощает нам грехи. Вспомнили, нет? Если посланник Аллаха сказал, если человек после того, как принял пищу, скажет: «Альхамдулиллахи лади ата'амани хаза варазаканихи мин гайри хаулин минни валя куа». То есть, если человек скажет вот эти слова после приема пищи, Аллах простит ему грехи. Вот милость Аллаха. Мы приходим домой, наслаждаемся халяльной едой, потом благодарим Аллаха, и за это еще нам грехи прощаются. Это же, машаллах, это милость Аллаха. Вот кто говорит, ислам такой тяжелый, да, как? Альхамдулилля, мы принимаем пищу, как тяжело иногда, когда передаешь. Альхамдулилля, это милость Аллаха, дорогие братья, за то, что мы благодарим Аллаха. Мы понимаем, что это Аллах тебе дал. Даже вот очень много
бабушек, когда вот дедушек, ну они там, машаллах, я их не виню, да, они, машаллах, пусть Аллах Тааля сохранит наших таких бабушек, пусть Аллах будет доволен, да. Было время, когда, например, я спрашивал у бабушки, да, там, она там после еды, там что-то она говорит, амин тутайнда. Я спросил у одной бабушки, я говорю, бабушка, вот ты все время после еды что-то читаешь, ну-ка скажи мне, что ты читаешь? Ну, она говорит, Раббана атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина гадабан. Я говорю, это, машаллах, это прекрасный дуа, который мы находим в Коране. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, много своих дуа завершал этим дуа, да? Но это не те слова, которые говорятся после еды. Поэтому я говорю, Аби, ты это говори, но ты добавь, альхамдулилля. Потому что одной из версий хадисов, после еды, дуа, одно из слова мольбы, да, это просто альхамдулилля. Поэтому если человек просто скажет альхамдулилля, это есть великие слова. И за это Аллах простит ему, иншаллах, грехи, и он будет равносильно тому, это будет равносильно тому, что он проявляет терпение и постится. Дальше. Ас-сухуляту фит тиджарати индаль бай'и ваш-шира вас-сухуляту фил кадаи валь-иктида. То есть легкость, когда покупает, человек легкий, когда покупает, и человек легкий, то есть легко с ним работать, когда продает. Человек легкий, когда решает, когда решает, и человек легкий, когда требует решения. Ну, давайте, это такая большая тема, серьезная тема, нужная. Наверное, оставим на следующий урок, иншаллах. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайран. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.